Каких успехов удалось добиться на посту главы Грозненского муниципального района за этот непростой год для нас всех? Если посчитать, какой личный мой успех, это огромный опыт, которого у меня не было, да, вот благодаря Рамзану Ахматовичу у меня появляется опыт у руководства муниципалитетом, скажем так, да. А так, если взять в целом, я считаю, успехов очень много. Это улучшение инфраструктуры касательно это дорог, электрификации, газификации и, соответственно, большая помощь населению Грозненского района. Опыт предыдущей должности как-то способствовал тому, что вы успешно справляетесь с обязанностями на новой должности? Безусловно, это мне помогло в том плане, что умение находить общий язык между населением и руководством района. То есть умение преподносить, чего мы хотим. Занимая должность директора департамента, как вы упомянули, неоднократно в своих выступлениях говорил, что какая бы экономика она наикрутейшей не была бы, да, вот, без духовности, нравственности, да, вот это все ведет в никуда. То есть мы мусульмане, мы исповедуем ислам. С этой точки зрения, это предыдущий мой опыт мне очень сильно помог, потому что, вот возьмем, если организацию субботников, дисциплина, призыв, допустим, к тем же условиям, которые нужно населению необходимо оплачивать, допустим, коммунальные услуги и так далее. Вот это само понятие, да, вот само понятие, что нужно соблюдать закон, следовать букве закона, да, и с точки зрения религии и юриспруденции, если это сопоставить и преподносить как положено, то человек начинает действовать, то есть непринужденно. Естественно, мне этот опыт очень помог. Роль частного бизнеса в развитии того либо иного района в городе Грозном? Неважно, где частный бизнес он развивается, это новые рабочие места, это налоги в местный бюджет, это обеспеченность семей, тех людей, где они работают, и развитие инфраструктуры. Допустим, человек строит какой-нибудь бизнес-центр, он автоматически благоустраивает прилегающую территорию. Там стоянка, заправка, кафе, ресторан, там, магазины. Да? И с этой точки зрения это влияет очень сильно. И мы над этим работаем. Но с учетом тех ситуаций, которые сложились, да, вот не только в Чеченской Республике, но и во всем мире, это COVID-19, это, конечно, повлияло, это приостановка экономики, но и тем не менее, Рамзан Ахматович, да, Ал-Шуэлиза, как человек, который умеет на опережение работать, поставил четкую задачу для того, чтобы предпринимательская деятельность, она не останавливалась, чтобы правительство Чеченской Республики помогало, взаимодействовало, да, вот, и с местным населением. То есть были определенные льготы, да, вот, можно так сказать, и налоговые льготы. И в этом направлении, я думаю, что нам есть к чему стремиться и развиваться. Существует ли у вас какая-либо особая концепция по взаимодействию с бизнесом? Вы знаете, нам далеко ходить не надо. Есть реальный живой пример. Это пример Рамзана Ахматовича. Вот, как вы знаете, вот 15 августа, ровно год, как Рамзан Ахматович, скажем так, условно, Чеченская Республика была разделена на сектора. Да? Вот Грозненский район и город Грозный являются сектором номер один, то есть первым сектором. И та стратегия, которая была показана, по этой стратегии мы работаем, и она дала свои плоды. Сколько нужно было документов проводить на согласование тех или иных изменений, которые касаются там, дороги, газификации или электрификации или водоснабжения. Да? А тут вопросы решаются оперативно. Был создан оперативный штаб как раз в период вот этой самоизоляции нашей, да, вот, то есть это способствовало. То есть вот нужно вот по этой схеме идти. И вот эта схема, она очень актуальна, она понятна, она прозрачна. Это не только помогает здравоохранению, вот, допустим, или развитию спорта, или развитию сельского хозяйства, да, но и также развитию экономики, в том числе тем же предпринимателям, о которых вы говорите. Вы сталкивались с таким явлением, как коррупция? И как вы считаете, как необходимо с этим явлением бороться?
Вы знаете, вы первый человек, который мне такой вопрос задал, и, безусловно, это очень хороший вопрос, мне это нравится. Я скажу, как есть. Я не сталкивался. Объясню почему. Потому что вайдай китсду дацевил ханждо он нахцабал холш. Все видят труды Рамзана Ахматовича. И все видят, для чего это все делается, ради кого это все делается. И, соответственно, на всех уровнях такая практика, она применяется, и все хотят жить в комфорте, уюте, в теплоте и в безопасности. Поэтому тут, алхамдулиллах, хвала Всевышнему, я лично с этим не сталкивался, и мне не приходилось на эту тему говорить либо намеком, не намеком, я не знаю, ни с одним чиновником, скажем так, Грозненского муниципального района. Наоборот, все понимают, что это нужно делать, что это делается ради детей. Дорога, допустим, покупает человек машину, если дорога будет плохая, для него же это будет хуже, потому что вот несколько раз он проедет, ходовая испортится, это бьет по карману, да? Но люди понимают, что это должно делаться качественно, и все люди работали над этим. Но бесценный опыт, который у меня сейчас есть, это организация масштабных субботников, то есть содержание прилегающих территорий в надлежащем виде. Какую главную задачу вы ставите перед собой в этом году? Алхамдулиллах, хвала Всевышнему. В соответствии с поручением Рамзана Ахматовича мы планируем, да, Аль-Му'лах, мы очень на это надеемся и рассчитываем, что мы будем решать одну из самых важных, актуальных проблем. Это водоснабжение, это газоснабжение. Мы уже начали работу при поддержке фонда имени Ахмад-Хаджи Кадырова, по поручению Рамзана Ахматовича, газификации 6 населенных пунктов. И до Нового года 6 этих населенных пунктов, ни одна улица не останется без газа. Это первое. Второе, то, что касается водоснабжения. Вы знаете, вот я как-то общался с человеком, его отец был главой администрации сельского поселения Толстой-Юрт в 1934 году. То есть вот эта проблема с водой, она шла вот с того периода времени. И сегодня мы вот-вот на днях, да, мы заканчиваем благоустройство данной территории. И вот это водозабор Загорский и распределительная система, точка, да, эти работы завершены, и подача воды будет бесперебойная. И я этим горд и счастлив, что нам все-таки удалось это сделать, но не без поддержки Рамзана Ахматовича, не без финансирования фонда. И тем не менее, я счастлив, что я причастен к той работе, которая сегодня завершается. Те позитивные изменения, которые сегодня произошли, несмотря на тяжелый период, да, вот, связанный с COVID-19, а он был действительно тяжелым, мы поэтому говорим «Ахмат сила». Это означает, что, несмотря ни на что, задача, поставлена Рамзаном Ахматовичем, сделать невозможное возможным. И с этой точки зрения всегда хочется говорить поэтому «Ахмат сила».